الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Продолжаем, дорогие братья, с вами тафсир, толкование суры Юсуф, которая рассказывает нам историю, удивительную историю, которая произошла с самым благородным из пророков Юсуфом, алейхиссалям. Благородным, то есть родословно его была самой лучшей. Как об этом упомянули мы в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он был сыном пророка, который тоже был сыном пророка, который тоже был сыном пророка. И остановились на аяте, где Аллах субханаху ва тааля говорит: «Лакад кана фи Юсуфа ва ихватихи аятун лиссаилин». Были в Юсуфе и его братьях аяты для спрашивающих. Были в Юсуфе и его братьях аяты для спрашивающих. Юсуф, алейхиссалям, у него было 11 братьев, 10 из которых были по отцу, то есть матеря у них были разные, и лишь один из братьев, которого звали Биньямин, имел общую с Юсуфом мать. И таковым их было 11, то есть один брат и отец и мать у них общие, а остальные 10 братьев, у них отец общий, Якуб, алейхиссалям, а мать другие. И в этих братьях и Юсуфе, говорит, то есть в событиях, которые произошли и связаны с Юсуфом и его братьями, есть аяты. Аяты, слово аят, мы еще на первом уроке дали ему разъяснение, что в арабском языке оно имеет несколько значений. Это изначально это знак на пути, который указывает направление. Это чудо, и это знамение и назидание. И в данном аяте слово аят приходит во множественном числе аяты. И как говорят толкователи, указывая на то, что аят, слово, оно как раз приходит во всех своих значениях здесь. В первую очередь, аят в смысле, в значении это знамение, указание на величие Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. То есть вот эта история показывает, насколько велик Аллах, Он и могуч. И то, что в этом мире все происходит лишь по Его предопределению и по Его воле. Потому что как бы братья Юсуфа не пытались противодействовать Юсуфу, алейхиссалям, или в дальнейшем женщина пыталась бы его соблазнить и так далее, Юсуф, алейхиссалям, все равно в итоге получил то великое положение, которое уготовил ему Всевышний Аллах. И решение Всевышнего Аллаха, оно неоспоримо. Аяты, значит, указание на величие Аллаха. Аяты в смысле назидания и жизненные уроки, ибар. Эта вся история заполнена, несомненно, ценными советами и уроками для нас. И также аяты в значении указания на последствия деяний сердца человека. Указание на последствия деяний сердца. Будь они хорошими или плохими, деяния сердца, они, несомненно, отражаются на делах человека и потом имеют определенные последствия. Плохие, как зависть, мы увидим, к чему приводит зависть, и хорошие, как терпение, увидим, к чему приводит терпение. Аяты, то есть указания на то, к чему приведут те или иные действия сердца. И также аяты в значении чуда, указывающие на истинность послания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как мы еще на первом уроке упомянули, что эта сура была ниспослана в городе Мекка, где не было
иудеев, у которых бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог взять это знание и информацию о пророке Юсуфе. Но несмотря на это, он привел очень детальное описание событий, которые произошли с этим пророком. И знамения эти аяты, они для спрашивающих, говорит Всевышний Аллах. То есть те, которые стремятся познать истину и исследовать ей. И, несомненно, мудрости Корана, его знамения, его уроки, они приносят пользу лишь тем, которые ищут, которые стремятся к истине. А те же, которые отвращены от истины, которые не стремятся познать цель своего существования в этом мире, не стремятся к благому, то им эти назидания и эти уроки не принесут никакую пользу. И даже великие чудеса, если в сердце человека нет стремления к истине, человек не будет способен увидеть в них чудо. Как когда во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах расколол луну на две части, верующие, да, и сердца которых были открыты, они поняли, что это чудо. Однако те сердца, которых были запечатаны, они сказали, это лишь колдовство. Значит, пользу извлечет, несомненно, лишь тот, который стремится к истине. Значит, были в Юсуфе и его братьях знамения для спрашивающих. И далее начинается история. «Идh قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين». И вот они сказали, братья Юсуфа, все, кроме Биньямина, да, о 10 братьях идет речь, они сказали, воистину наш отец, ему любимее Юсуф и его брат. Нашему отцу любимее Юсуф и его брат. А ведь мы являемся группой, то есть нас больше, усба. Их 2, а нас 10. И несмотря на это, как же наш отец может любить 2 и предпочитать их нам 10? И как вот растолковывают то, что нас больше, мы сильнее, мы более полезны в хозяйственных делах, они взрослые уже были, приносили пользу, а эти 2, они еще маленькие, как приводится, что Юсуфу алейхиссалям было 10 лет на тот момент, а Биньямину еще меньше. И таким образом они говорят, несомненно, наш отец находится в заблуждении относительно в этом вопросе. Как он говорит, может нас предпочитать их нам, нас больше, мы полезнее, нас сильнее и так далее. И также тут интересно есть разъяснение этих слов с другой стороны немножко. Говоря нас больше, и то, что отец является в заблуждении, имеется в виду то, что нас больше, и отец знает, что мы своим количеством и своей силой можем навредить этим младшим нашим братьям. Но несмотря на это, отец наш все равно пренебрегает и не обращает на эти действия внимания. И это есть явное заблуждение, они говорят. То есть они Якуба, алейхиссалям, обвинили в том, что он несправедлив и любит одних сыновей больше, чем других. И как говорят ученые, их обвинение, оно может быть как ложным, выдуманным, также оно может быть и соответствовать истинному положению вещей. Ложным, то есть они ввиду своей завистливой натуры и чувство собственного превосходства и достоинства, видя некие действия от своего отца в отношении сыновей Юсуфа и Биньямина, объятия обнимает, например, или похвалит их. И вот эти действия, выказывающие любовь к своим сыновьям, они слишком остро воспринимали их и надумывали себе вот эти мысли, что отец любит их сильнее, чем нас. Или же, действительно, Якуб, алейхиссалям, мог любить своих сыновей больше, ведь любовь – это деяние сердца. И одних людей мы можем любить больше, чем других. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил одних своих жен больше, чем других жен. Как Аиша, радыяллаху анха, говорила, что больше всего я ревновала пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хадиджи
хотя я ни разу ее даже не видела. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень часто ее упоминал и рассказывал о ней. То есть наше сердце, мы не можем управлять, кого мы будем любить, кого не будем любить. Или кого-то любить больше, кого-то меньше. И также в отношении детей. И Якуб, алейхиссалям, действительно, он мог любить кого-то больше этих детей ввиду их возраста. Да, и как приводят некоторые муфассиры, то, что у них уже не было матери, то, что мать Юсуфа, алейхиссалям, умерла во время родов Биньямина. И они оба были сироты без отца, и поэтому Якуб, алейхиссалям, больше о них заботился. Однако, несомненно, Якуб, алейхиссалям, не был несправедлив в вопросах содержания, в вопросах заботы о детях. Он был в этом вопросе честен и справедлив, но сердцем он мог кого-то любить больше. И значит, их это сильно огорчило братьев, их вот эти или же выдуманные обвинения, или же действительно Якуб, алейхиссалям, сердцем кого-то мог любить больше, и они узнали это, познали через определенные его действия. И тогда они решили действовать, чтобы вот эту несправедливость в их понимании искоренить. И в следующем аяте приводятся их слова: «Уqtulu Юсуфа ау итрахуху арда яхлю лакум ваджху абикум ва такуну мин ба'дихи кауман салихин». Они собрались и начали думать, размышлять, что же делать, как быть в данной ситуации. И одни сказали, одна часть братьев: давайте убьем Юсуфа, говорит. Другая часть братьев сказала: нет, давайте мы его изгоним, отведем в какое-то далекое место, где его отец точно не найдет и откуда не сможет выбраться, найти путь домой. И там он или от диких животных, от хищных животных умрет, или же от голода умрет. В общем, такое мнение тоже предложили. И вот здесь стоит отметить то, что когда они, вот это обвинение произнесли, что отец любит Юсуфа и Биньямина больше, чем их, они начали задумываться и размышлять, как же быть и как решить эту несправедливость. И заметьте, они не думали в свою сторону. Они не думали, что, возможно, в них самих есть какие-то недостатки и дурные нравы, из-за которых отец любит их меньше. И, возможно, им самим следует исправиться, поработать над своими действиями, над своим нравом, над своим ахляком, и тогда отец их, Якуб, полюбит их больше. Нет. Они начали думать, как бы поступить с Юсуфом. И вот это называется хасад, зависть. Зависть – это когда завидующий желает, чтобы кто-то, кому он завидует, лишился блага, которым тот обладает. Он, может, даже не хочет себе этого, да? Того, что у другого есть. Он хочет, чтобы тот другой этого лишился. И вот это зависть. И это очень страшный грех, очень страшная болезнь сердца. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нас предостерег от этой болезни. И в своем хадисе, передаваемом от Зубейра ибн аль-Ауама, радийаллаху анху, говорит: «Дабба илейкум да'уль умами каблякум». Подкралась к вам болезнь народов, которые были до вас. «Аль-хасаду валь-багдаа». Это зависть и ненависть. Подкралась болезнь прежних народов. Зависть и ненависть. «Хия аль-халика», и она сбривает, говорит. Она сбривает. «Ла акулу тахлику шару, валякин тахлику дин». Я не говорю, что она сбривает волосы, однако она сбривает религию человека. Да? Бритва, и как толкователи хадиса говорят, подобно как бритва с легкостью сбривает волосы, также хасад, зависть и ненависть в сердце человека к другим, она сбривает с такой легкостью его религию. Лишается он радости религии.
И дальше пророк, саллаллаху алейхи говорит: «Валлади нафси биядих ля тадхулюль джанната хатта ту'мину ва ля ту'мину хатта тахабу». Я клянусь Аллахом, что вы не войдете в рай, пока не уверуете. И вы не уверуете, пока не полюбите друг друга, говорит. И не указать ли мне на дело, которое утвердит в вас эту любовь к друг другу? Распространяйте салям, приветствие друг друга, говорит. И также зависть – это противоречит тому, о чем пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе говорит, передаваемый Бухари и Муслимом: «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Не уверует из вас никто, пока не полюбит для своего брата то же, что любит для себя. Вот этот хадис, да, некоторые понимают, что в первую очередь это касается именно практических действий. Себе взял что-то, да, и брату то же самое. Нет, начало это возвращается именно к сердцу. И этому любви как раз противоречит зависть. Если ты хочешь, чтобы твой брат лишился блага, которое у него есть, следовательно, ты не хочешь ему того же, что хочешь себе. И не будет у этого человека веры полноценной, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И примеров, дорогие братья, зависти очень много. Завидующий видит в человеке какую-то новую одежду, и у него мысль такая зарождается, желание в сердце, чтобы с этой одеждой что-то случилось. Не знаю, порвал он ее, испачкался. Видит новый телефон у кого-то брат. У него в сердце такое желание, вот бы он уронил этот телефон или сломался этот телефон. Видит новую машину, и в сердце вот эта зависть, что бы случилось бы с ним, там, начинает даже иногда как-то стараться со стороны, как-то принизить вот эту покупку брата, там, как-то ее искать недостатки, тем самым свое сердце успокаивать. Видит, например, у кого-то есть дети, сыновья, дочеря, родился кто-то, а у него нету, например, детей, или у него меньшего количества детей, или у него сыновей, или у него, например, наоборот, дочерей. И видя весть со стороны, что у кого-то есть вот это благо, его сердце не может с этим смириться. Оно желает, чтобы у другого этого тоже не было. И когда это действительно случается, он испытывает некую даже радость, что это случилось. И вот эта зависть, мы увидим последствия этого греха. Уже начиналось с чего? Что родные братья, 10 родных братьев Юсуфа, алейхиссалям, собрались из-за зависти, собрались совершить великий, ужасный поступок. Вы только подумайте, что они озвучивают. Собрались, да, говорят, наш отец любит Юсуфа больше, давайте что-нибудь с этим делать. Давайте убьем ее, говорит. Только представьте, да? Родные братья собрались и из-за зависти перед Юсуфом начали такие идеи предлагать. Давайте убьем его. Или нет, давайте мы его лучше изгоним. Там, где вообще никого нет, он там сам помрет. Страшная вещь, которая приводит к зависти. И далее говорит, таким образом убейте, говорит, его или изгоните. И после этого яхлю лякум ваджиху абикум, лик вашего отца, то есть внимание вашего отца полностью будет ваше. Внимание вашего отца будет полностью ваше, потому что Юсуфа уже не будет, он будет вас любить. И после этого вы будете кауман салихин, праведным народом, говорит. То есть вы покаетесь после этого. Совершим этот грех, Отец будет нас больше будет любить, а потом мы покаемся после совершения этого греха. И они вознамерились совершить покаяние тауба до совершения еще греха, тем самым принизив вот свою мерзость и вот это величие этого греха. И это один из путей, как шайтан постоянно обманывает человека. Да, часто возникает такая ситуация, да? Человек вознамерился совершить грех какой-то, да, ослушание Аллаха, и себя оправдывает тем, ну ладно, я потом покаюсь, совершу это. А где гарантия, что ты сможешь покаяться? А возможно, ты умрешь во время совершения этого греха и предстанешь перед Аллахом, субханаху ва тааля, в состоянии совершения этого греха. Это один из путей обмана шайтана человека. Далее, что же произошло? Среди них был один брат. Один из них сказал из этих 10: не убивайте Юсуфа.
وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Бросьте его на дно колодца. На дно колодца темного, мрачного, дно которого даже не видно. То есть, если человек посмотрит в этот колодец, он не увидит там ничего на дне. Найдите, говорит, такой колодец и бросьте в него Юсуфа. Если же вы все-таки вознамерились совершить тот грех, который вы хотите, это разлучить Юсуфа от его отца. Их цель была какая? Чтобы отец не любил Юсуфа больше, чем их. Следовательно, их надо разлучить. Не обязательно убивать, говорит, давайте мы его сбросим в колодец. Его там, возможно, его кто-то подберет из проходящих мимо путников, караванов. И если они его подберут, они его увезут с собой куда-нибудь подальше, и Юсуфа не будет. И как говорят муфассиры, да, они разошлись во мнениях, как же звали этого брата. Кто-то говорил, это Рубиль, кто-то говорил Яхуда, кто-то говорил Шам'ун. Но на это у нас нет достоверных сообщений именно в Коране или в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все это имена взяты из истории и рассказов израильтян, из их писаний. И, как говорят ученые, не было необходимости воять и упоминать имена этих людей. Нет необходимости упоминать имя этого брата. Кто же это все сказал? Важно лишь то, что он был одним из этих братьев, из 10. Таким образом, у них было 3 варианта. Убить его, или же, то есть напрямую самим убить, или убить его посредством изгнания, или же его сбросить на дно колодца, где он, возможно, выживет, а возможно, умрет. Да, и вот этот брат, который, говорят, лучше всего относился к нему, он выбрал меньшие из возможных зол и грехов. Пришли они к этому решению, значит, выбрали, что они будут делать. Теперь надо как-то Юсуфа забрать у отца. А Якуб, алейхиссалям, не отпускал своего сына Юсуфа погулять куда-нибудь, поиграть со своими братьями. Далее мы узнаем, почему. Они подошли к Якубу и говорят: «Калу я абана малака ла та'манна аля Юсуфа ва инна лаху ланасихун». Они говорят: «О наш отец, почему же ты не доверяешь нам Юсуфа? А ведь мы являемся искренними в отношении него». Насихун, то есть мы искренне желаем ему блага, являемся ему советниками. Мы его братья, любим его так же, как друг друга, и хотим лишь ему самого наилучшего, и мы никогда не проявляли какой-то вражды по отношению к нему. Почему ты не доверяешь его нам? «Арсильху ма'ана гада ярта' ва ял'аб ва инна лаху лахафизун». Отправь же его завтра с нами погулять. Он порадуется, он поиграет с нами. Да, и это пойдет ему лишь на пользу. То есть они, да, находят разные пути и доводы, чтобы Якуб, алейхиссалям, отпустил все-таки Юсуфа с ними. Да, и тут они нашли довод. Во-первых, они как бы завоевали доверие своего отца, вот этими словами сказав то, что мы желаем ему лишь наилучшего, мы ему искренние советники, братья его. И во-вторых, они вот эту мирскую пользу, то, что детям нужно гулять, надо играть, то, что эта прогулка пойдет ему лишь на пользу, да, на свежем воздухе с нами, попрыгает, побегает, порадуется, он постоянно дома сидит, да, никакой как бы радости у него нету, а ему тоже хочется играться. И для здоровья его тоже будет польза. Таким образом, они привели доводы, чтобы Якуб, алейхиссалям, отпустил Юсуфа с ними. И Якуб, алейхиссалям, говорит: «Кала инни ла яхзунуни ан тазхабу бихи ва ахафу ан якулаху адh-dhi'бу ва антум анху гафилун». Якуб, алейхиссалям, сказал причину, по которой он его не отпускал. Он говорит: «Меня печалит, если Юсуф с вами уйдет». То есть у него любовь к Юсуфу, алейхиссалям, что если он разлучит, на долгое время его оставит, не будет его видеть, его сердце будет скучать и печалиться по Юсуфу, алейхиссалям. То есть это любовь отца к своему ребенку. Если он часто не видит его, у него сердце начинает от этого ныть и страдать. И также я боюсь, что вы пойдете с ним гулять, поиграть, но вы, как бы более взрослые, убежите куда-то от него, во время игры забывшись, это часто бывает, да, дети во время игры забываются, забудетесь во время игры, забудете о Юсуфе, оставите его одного, и волк
нападет, волки нападут на него и растерзают, съедят его, говорит Якуб алейхиссалям. И после этого братья дальше продолжили. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Они сказали, если съест его волк, в то время как мы будем полной группой, толпой, тогда мы будем в убытке, они говорят. Они сказали, если его съест волк, и мы будем с ним, и нас будет 10 человек, но несмотря на это мы допустим того, что Юсуфа съел волк, не сможем его защитить со всей своей количеством и своей силой, то мы непременно будем в убытке, то есть тогда мы вообще никчемные, бесполезные, ни на что не годящиеся люди, мужчины, они сказали. То есть таким образом, показав то, что мы не допустим этого ввиду того, что мы дорожим своим также положением. Мы дорожим своим положением, и поэтому мы ни в коем случае не допустим, чтобы с Юсуфом что-то случилось, ведь это ударит и по нам также. Мы покажем, что мы бесполезные, никчемные, как братья, как мужчины, как люди. И таким образом они все-таки уговорили Якуба, алейхиссалям, отпустить Юсуфа с ними. И что же дальше произошло? Аллах говорит: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. И когда же они все-таки пошли с ним вместе, и они собрались все вместе привести свой план в действие, и сделали это, сбросили его в колодец. И в книгах Тафсира приводятся слова ученых, которые описывают, как это происходило. Да? Несомненно, Юсуф, алейхиссалям, он пытался этому противодействовать. Когда его тащили, да, били, толкали, издевались над ним, привели его к колодцу и пытались сбросить в колодец, он хватался за них, пытался за кого-нибудь ухватиться, удержаться, чтобы его не сбросили. И тот, за кого он хватался, он его отталкивал, он его пинал, он его бил. И они все-таки привели его до колодца. Родные братья, да, с которыми он рос, раздели его, сняли с него рубашку, и этого 10-летнего ребенка сбросили в колодец. Юсуфа, алейхиссалям. Почему рубашку сняли? Далее мы узнаем, почему. И когда вот этот 10-летний мальчик, у которого родные братья, да, ведь вот боль, причиненная родными, она куда сильнее ранит, чем чужими людьми. Потому что ты доверяешься родным людям. Ты не ждешь от них этой подлости и этой ненависти по отношению к тебе. Ты их доверяешься, ты любишь. Да, они вообще взяли тебя поиграть, ты радостный, пошел поиграться, и тут происходит такое. Представьте положение вот этого ребенка. Просто вот для понимания, у кого есть сыновья, да, вот этого возраста достигли, просто попробуйте представить, что вот ваш сын оказался в таком положении, и также его унесли, уволокли и совершили определенные такие действия. Это невообразимая, да, жестокость и ужасное событие. И вот этот ребенок 10-летний, находясь в колодце, в темноте, в сырости, в воде, в холоде, без одежды, он, несомненно, был растерян, у него в сердце был страх, и тогда Всевышний Аллах говорит: «Ва'аухайна илайхи латунаббианнахум биамрихим хада вахум ла яш'урун». И в этот момент Всевышний Аллах говорит, мы внушили ему откровение, внушили. Тут говорится, или Всевышний Аллах напрямую и внушил, или же посредством ангела отправил к нему ангела. Однако пришло послание от Всевышнего Аллаха Юсуфу, что не печалься, и ты непременно, то есть твоя смерть, она не будет здесь, тебя ждет великое будущее, и также твой сон, который был, об этом свидетельствует. И все перевернется так, что ты сообщишь им, напомнишь им об вот этом их злодеянии и грехе в тот момент, когда они даже не будут этого ждать и даже не узнают тебя самого, что это ты. «Вахум ля я'алямун, вахум ля яш'урун», то есть они, когда не будут даже чувствовать, что это ты им напомнишь об этом. И вот эти слова, вот это откровение, оно в конце истории
оно у нас сбудется. Таким образом, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля успокаивает своих избранных рабов именно в тяжелом положении. И далее закончим вот эту историю, вот этот поход. Что же было дальше? Вечером وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. И вечером они вернулись к отцу плача. Плачущими вернулись. Да, то есть притворившись плачущими. И удивительно, да, как некоторые люди могут из себя вот это чувство горя, сожаления, плача из себя выдавливать и это изображать. Особенно часто это можно заметить у женщин, да, у девушек. Приходит, жалуется на что-то, плачет, а потом резко вдруг перестает плакать. И тут ты понимаешь, что плач-то и не был искренним. И вот эти братья тоже пришли плакать, плачущими, показывая, что они огорчены, и начали рассказывать своему отцу, что же случилось. И тут касательно плача, да, есть одно примечание. Из этого муфассиры, из этого аята говорят, и поэтому не стоит судье, тому, который вынужден рассуждать, рассудить между двумя сторонами, ни в коем случае нельзя ему обманываться и руководствоваться на основе плача и эмоций спорящих сторон. Потому что, как мы видим здесь, они тоже пришли, плачут, они горюют, однако за этим плачем нет никакой истины. И очень часто ошибка происходит, это в вопросе спора, возникшего между детьми. Это можно с каждого коснуться. Дети играются, и что-то они прибежали, один из них плачет из детей. И обычно маленький плачет. Вот. И иногда родители, даже не разобравшись во всей ситуации, что да как было, они сразу начинают ругать старшего. Зачем ты обидел младшего и так далее. А ведь все может быть вообще наоборот. Вот это ни в коем случае нельзя допускать. Ни в коем случае нельзя допускать, потому что в сердце того, кого неоправданно, да, и незаслуженно наказали, оскорбили, это, несомненно, останется и в дальнейшем проявится в его действиях. Значит, плач, он никогда не является доводом. Надо смотреть на факты и доказательства. И говорят они: قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. О, отец, все произошло так, как ты и говорил. Мы пошли играться, мы заигрались, начали соревноваться, там, или в беге, или боролись, или в камни бросали, кто дальше бросит. И оставили Юсуфа охранять наши вещи. А когда вернулись, уже Юсуфа не было. Его съел волк. И они привели, и они принесли его рубашку, да, которую они его сняли, они ее разодрали и испачкали ложной кровью. То есть это была кровь, но однако не кровь Юсуфа. Бидамин кадиб. И тогда Якуб, алейхиссалям, говорит: «Каля баль саввалят лакум анфусукум амран фасабрун джамиль, валлаху аль-муста'ану аля ма тасифун». О нет, говорит, это ваши души ввели вас соблазн. И вы совершили вот это действие, которое совершили. И я же буду проявлять терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали. И вот это качество верующих людей. Они прибегают к терпению и просят помощи у Всевышнего Аллаха. Как Аллах в Коране нам сказал: «Васта'ину биссабри вассалати». И прибегайте же к помощи терпения и молитвы, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. На этом мы завершим. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху